Трудовые мигранты, которые находятся на территории России, должны состоять на учете в миграционной службе, предоставить свои биометрические и медицинские данные, свидетельство о владении русским языком и оформить разрешение на временное проживание и работу. У них не должно быть задолженностей и ранее полученных отказов легализации. В обратном случае граждане попадают в список нелегалов. Согласно федеральному закону о правовом положении иностранных граждан Российской Федерации, вступает в силу режим высылки. Он подразумевает, такие меры, как если пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации является незаконным, то они автоматически включаются в реестр контролируемых лиц. После включения в данный реестр иностранный гражданин лишается права управления автотранспортом, заключения брака, регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, ограничения по переводам, денежным переводам, еще ряд других ограничений. Юсуф Хакимов не первый год работает в России. Он рассказывает, что для оформления документов требуется максимум 2 недели. По его словам, нет причин бояться этого процесса. Главное – собрать все необходимые бумаги. Я нахожусь на территории России уже более 5 лет. И как трудовой мигрант могу сказать, что если все документы оформлены правильно, то нет причин бояться. Просто требуется биометрика, регистрация и медобследование. После прохождения биометрики вам выдают зеленую карту. Потом все собранные документы можно отнести в соответствующую службу. Но я думаю, можно сделать все это в течение 2 недель. Кыргызстанцы смогут легализовать свое нахождение до 30 апреля текущего года. После вступления в силу закон обязывает нелегальных граждан покинуть Россию. В случае невыполнения требований гражданин будет депортирован. Если гражданин не успел оформить документы и легализовать свое нахождение, то он обязан покинуть территорию России до 30 апреля. Если мигрант не успел выехать из страны, то его могут депортировать. Легализация трудовых отношений и нахождение на территории Российской Федерации даст нашим гражданам возможность спокойно находиться и не бояться каких-либо незаконных действий. Если мигрант оформил все соответствующие документы и находится легально, то он сможет защитить себя на законном основании. Например, при нарушении трудового договора мигрант сможет отстоять свои права. А если нахождение мигранта является нелегальным, то речь будет идти о постоянном нарушении прав человека. По данным Министерства труда, соцобеспечения и миграции, на сегодняшний день в России нелегально находится более 72 тысяч кыргызстанцев. Минтруда просит всех наших граждан успеть оформить все документы до 30 апреля 2025 года. Малик Аюпов, Аймерим Назарова, Джакшылык Исаков, ЛТР Бишкек.